С начала октября в Абхазии официально введены ограничения по предотвращению распространения COVID-19. Это значит, что люди не могут находиться без средств защиты в общественных местах, в том числе и в транспорте. Мы решили узнать, как выполняется распоряжение городской администрации. И, конечно, первым делом поехали на центральный рынок. Здесь есть остановки общественного транспорта по всем направлениям. Как мы видим, маршрутки почти заполнены. Пассажиры в основном без медицинских масок. Расклеенные в транспорте памятки, призывающие граждан с ответственностью и пониманием относиться к сложившейся эпидемситуации, игнорируются. Ни масок, ни тем более перчаток. Многие считают эти меры малоэффективными. А он вообще категорически против масок. Скажите, почему вы не верите в сам вирус или в то, что маска защищает? И в сам вирус, и то, что маска защищает. И принципиально не носите? Да. Как-то маска, чем она спасет? Она все равно не защищает, все равно воздух проходит. Так что я не вижу смысла в этих масках. Остерегаться надо. Ну, носить, я не знаю, правда это или неправда. Все по-разному говорят. Но вы не носите? Ну, когда ношу, когда нет. Всем водителям транспорта розданы предписания для соблюдения мер защиты. Согласно правилам, пассажиры должны быть рассажены с соблюдением социальной дистанции в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических норм. Водители общественного транспорта нас заверили, что все рекомендации выполняются по мере возможности. Если автобус наполнен наполовину, уже включаем мотор, говорят они. Если человек хочет зайти, вы не пускаете или вы просто раньше отправляете? Раньше времени отправляют. Масочный режим, вот здесь тоже написано, вот, должны соблюдать. В основном соблюдают, может, единицы там, а так в основном соблюдают. Конечно, такое положение дел сказывается на прибыли водителей, но тем не менее многие из них считают, что здоровье населения намного важнее. Выгодно ли водителям 10 человек возить? Ну а что делать? Приходится так. Если надо, будем возить по 10 человек. То есть вы относитесь с пониманием, да, к этой ситуации? Ну а что делать? Болезнь для всех. Если это уменьшить, будем так ездить, как сказали. Диспетчеры уверяют, что меры безопасности выполняются в полном объеме. Перед тем, как выехать на линию, водитель проходит плановый медицинский осмотр. Если симптомов инфекции нет, приступают к работе. Набирать пассажиров можно не более 10 человек. По моему направлению здесь при посадке 10 человек сажаем. Маски, сейчас пассажиров мы не можем заставлять, но водители носят. Аккуратно 10 человек и отъезжают, наполняют машины. Следят очень аккуратно. Все ребята, никто не возмущается. Все хорошо. А дезинфекцию как часто проводят машины? Каждое утро в гараже ездят, они пока печать не поставят, дезинфекцию не делают, они не выезжают. И температуру проверяют водителям. Вот так все смотрят. Хоть пассажиров меньше, чем обычно, общественный транспорт является местом повышенной эпидемиологической опасности. И в основном люди начали осознавать всю серьезность ситуации. И если есть кто не носит маски, большинство считает, что они необходимы. Во-первых, себя защищаю и другого тоже. Что делать, такая жизнь? Как-то надо себя защищать. Нужно носить маски? Весь день нужно. О чем разговор? Весь день нужно. Просто народ шутит, еще не соображает, не понимает. Что к чему? Следить за каждой маршруткой, водителем и пассажиром постоянно невозможно. Для контроля над ситуацией УГЭ и МВД совместно с отделами госавтоинспекции будут организовывать рейды. В данной ситуации вся надежда на сознательность людей. Коронавирус в стране бушует несколько месяцев. Неверящих в него с каждым днем все меньше, больных все больше. А посему хочется верить, что люди осознают, любая их поездка, особенно без маски и перчаток, в будущем может аукнуться не только им, но и всем окружающим. И если вы не хотите стать частью той статистики, которая публикуется каждый день, носите маски и соблюдайте все меры безопасности. Сима Аргун, Алексей Баструков, Абхазское телевидение.